Здравствуйте, дорогие друзья! Вопросы соблюдения в организациях требований по охране труда и технике безопасности являются первоочередными, так как здоровье и жизнь человека – это одни из важнейших ценностей. Что такое охрана труда и какие нормативные правовые акты регулируют эту сферу трудовых отношений? Ответы на эти и другие вопросы мы попытаемся раскрыть в данном выпуске. У нас в гостях начальник технической инспекции труда Федерации профсоюзов Кыргызстана Тыныбеков Докдурбай Карымшакович и эксперт по вопросам охраны труда Джаналиев Назар Асанкулович. Здравствуйте, Докдурбай Карымшакович. Расскажите о системе законодательства в сфере охраны труда в Кыргызской Республике. Основу системы охраны труда составляет конституционная норма о праве на свободу труда. В соответствии со статьей 42 Конституции Кыргызской Республики, каждый имеет право на свободу, охрану труда и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Таким образом, указанная конституционная норма, составляя основу системы охраны труда, обеспечивает устойчивость всей законодательной базы охраны труда Кыргызской Республики. Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя несколько мероприятий, такие как правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. Важнейшим нормативным правовым актом трудового права является, конечно, Трудовой кодекс Кыргызской Республики. Она и является базой для развития всего ныне действующего трудового законодательства. 17 глава Трудового кодекса посвящена охране труда. Наряду с нормами Трудового кодекса в систему трудового законодательства входят и специальные законы. Это закон об охране труда, который устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда в процессе трудовой деятельности. Постановлением правительства в 2004 году была утверждена типовые положения о службе охраны труда и положение о порядке обучения, проверки знаний работников организации охраны труда. В феврале 2001 года была утверждена постановлением правительства положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, которое устанавливает порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Действует ряд подзаконных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны труда, такие как список номер 1, 2 производств, дающие право на льготное пенсионное обеспечение, перечень производств работ, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещено применение труда женщин и лиц моложе 18 лет. Несмотря на то, что в Кыргызской Республике приняты базовые нормативно-правовые акты, все равно имеется ряд вакуум регулирования охраны труда. Отсутствуют отраслевые правила, типовые инструкции, правила выдачи спецодежды и обуви, порядок и методика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, льготы на предоставление работникам компенсации за тяжелые, вредные, опасные условия труда. В данное время это можно регулировать посредством включения соответствующей нормы и коллективные договора предприятий и организаций. То есть регулировать эти правовые отношения на локальном уровне. В январе 2016 года была презентация нового национального обзора охраны труда в Кыргызской Республике, которым был проведен подробный анализ законодательства Кыргызской Республики в области охраны труда, на основании которого правительством было поручено Министерству труда разработать государственную программу охраны труда. В настоящее время государственная программа по охране труда на ближайшие 5 лет разработана, в которой включены ряд нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения и создания безопасных условий труда, которые, я надеюсь, что в этом году, то есть в 2020 году, будет утверждение принято. Назар Асанкулович, расскажите, как проводится расследование несчастного случая на производстве? Какие действия работодателя при наступлении такого случая? Как формируется комиссия по расследованию? Какие сроки расследования? В Кыргызской Республике ежегодно происходит довольно большое количество несчастных случаев на производстве. Каждый год порядка 150 работников становятся инвалидами по трудовому вечу. На рабочих местах погибают более 50 работников. В связи с чем постановлением правительства Кыргызской Республики от 27 февраля 2001 года за номером 64 утверждено положение об учете и расследовании несчастных случаев на производстве, которое устанавливает порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. При происшествии несчастного случая на производстве с тяжелым или смертельным исходом на работодателя возлагаются следующие обязанности. Первое. Работодатель обязан предпринять все необходимые меры
для оказания пострадавшим необходимой помощи. В организации транспортировки работников медучреждения обеспечить сохранность места получения травмы для его последующего осмотра и выявления причин случившегося. Незамедлительно уведомить случившимся его родственников, а также органов, указанных в положении о расследовании, то есть это Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности, также местную прокуратуру, вышестоящий орган организации, территориальное объединение профсоюзов. На основании сообщения о происшедшем несчастном случае Государственная инспекция по экологической и технической безопасности приказом формирует комиссию по специальному расследованию. Комиссию возглавляет государственный инспектор труда. Если случай произошел в организации на объектах подконтрольных органов государственного надзора, в состав комиссии включается представитель этого органа, являющийся председателем данной комиссии. Также в состав комиссии включается и технический инспектор труда отраслевого профсоюза, представитель работодателя, то есть специалист по охране труда, представитель первичной профсоюзной организации. По требованию пострадавшей стороны в расследовании может участвовать доверенное лицо пострадавшего. Если несчастный случай произошел в организации, входящей в профсоюзное объединение, комиссию возглавляет технический инспектор труда отраслевого профсоюза. Комиссия, приступив к расследованию, в первую очередь проводит осмотр места происшествия несчастного случая, производит фото- и видеофиксацию, при необходимости привлекает специалистов. Для проведения экспертизы составляет протокол места происшествия, осмотра и приступает к сбору документов и материалов, необходимых для выявления обстоятельств, которые привели к несчастному случаю. Собирает объяснительные от свидетелей происшедшего, ответственных лиц, проводит опросы. То есть комиссия проводит полноценную работу по сбору информации, позволяющей комиссии сделать правильные выводы и принять необходимые решения. Расследование проводится в течение 15 дней, при необходимости продлевается. По результатам расследования комиссия составляет акт специального расследования несчастного случая на производстве с квалификацией и в связи с производством и определяет степень вины пострадавшего. На основании акта специального расследования работодатель оформляет акт о несчастном случае на производстве формы Н1, утверждает и заверяет его печатью. Оба акта комиссии являются юридическим документом и хранятся в течение 50 лет. В случае получения травмы на производстве или наступления профессионального заболевания и утраты трудоспособности, работнику должно выплачиваться возмещение вреда. Каковы основные условия возмещения полученного вреда, предусмотренные законодательством Кыргызстана? Каждому работнику при исполнении своих трудовых обязанностей гарантировано право на возмещение вреда, причиненного здоровью. Жизнь и здоровье работника имеет твердо установленную цену. Возмещение вреда регулируется главой 18 Трудового кодекса, которым посвящена правилам возмещения вреда, причиненного работнику увечьем при исполнении им трудовых обязанностей. В соответствии со статьей 231 Трудового кодекса возмещение вреда состоит из ежемесячных выплат возмещения вреда, утраченного заработка, компенсации расходов на лечение, выплат единовременного пособия, возмещения морального вреда и расходов на погребение. Размер возмещения утраченного заработка согласно статье 235 Трудового кодекса определяется исходя из среднемесячного заработка и установлен пострадавшим степени утраты профессиональной трудоспособности. Порядок и условия потерпевшим дополнительных расходов регулируются статьями 244, 245, 246. В соответствии со статьей 247 Трудового кодекса сверхвозмещение утраченного заработка, дополнительных видов возмещения вреда работодатель обязан выплатить потерпевшему единовременное пособие с учетом потери трудоспособности и инвалидности. При инвалидности третьей группы тройного среднего заработка, при инвалидности второй группы 5 среднегодовых заработков, при инвалидности первой группы 10 среднегодовых заработков. Если в случае работник погиб, то выплачивает единовременное пособие в размере 20 среднегодовых заработков потерпевшего. Если трудовое увечье наступило не только по вине работодателя, но и вследствие грубой неосторожности потерпевшего, на основании статьи 230 Трудового кодекса применяется смешанная ответственность. В этом случае размер возмещения вреда должен быть уменьшен на степень вины пострадавшего. При этом смешанная ответственность не применяется при возмещении утраченного заработка в связи со смертью кормильца. Кроме того, в соответствии со статьей 248-253 работодатель обязан возместить потерпевшему или семье умершего моральный вред, который возмещается в денежной или в иной материальной форме.
На основании статьи 271 Трудового кодекса работодатель обязан возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшие эти расходы. Давайте рассмотрим несколько примеров по размерам выплат. Например, работник получил производственную травму, которая впоследствии привела его к инвалидности, скажем, 3-й группы. Данный несчастный случай был расследован в установленном порядке, был квалифицирован как несчастный случай на производстве. Комиссия, расследующая данный несчастный случай, вину пострадавшего установила 20%, на основании которого был составлен акт о несчастном случае на производстве формы Н1, который утвердил работодатель и заверил печатью предприятия. Этот документ является юридическим документом, на основании которого работодатель имеет право выплачивать возмещение вреда, а пострадавшая сторона требовать. МСЭК работнику первично установила 3-ю группу инвалидности с 60% утратой профессиональной трудоспособности. Среднемесячная заработная плата пострадавшего составила, например, 15 550 сомов. Следовательно, сумма единовременного пособия с учетом смешанной ответственности составит 15 550 умножить на 12 месяцев, умножить на 3 года, получится 559 800 сомов. Из этой суммы 60% составит 335 880 сомов. Необходимо учесть еще 20% вины пострадавшего, которая составит 67 176 сомов. С минусом всего получается 268 704 сома. Сумма утраченного заработка с учетом смешанной ответственности пострадавшего составит 15 550 умножить на 60%, получится 9330 сомов. Необходимо учесть еще 20% его вины. Следовательно, в конечном итоге ему ежемесячно будет выплачивать 7464 сомов. Другой пример. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей получил производственную травму, которая привела его к смерти. Данный несчастный случай в установленном порядке также был расследован. По итогам был составлен акт специального расследования, квалифицирован как связанный с производством. Степень вины, опять же, комиссия установила 20%. Работодателем был оформлен и утвержден акт формы Н1. Средняя заработная плата, возьмем ту же сумму. На основании статьи 230 Трудового кодекса сумма единовременного пособия составит 15 550, умножаем на 20 лет, на 12 месяцев и умножаем на 20 лет. Итого получится 3 732 000 сомов. Так? С учетом 20% вины погибшего, так, в конечном итоге составит 2 985 600 сомов. На основании статей 249-250 Трудового кодекса лицам, состоящим на иждивении умершего, имеющего право на возмещение вреда в связи с его смертью, вред определяется в размере среднемесячного заработка умершего за вычетом приходящей его доли. Ко дню смерти работника право на возмещение вреда имели двое, например, несовершеннолетних детей. Его супруга, которая не работает и занята уходом за детьми, не достигшим 14-летнего возраста. Следовательно, сумма ежемесячного возмещения вреда с учетом утраченного заработка составит 15 тысяч делим на 4, так, получается 3887 тысяч сомов. За вычетом доли умершего, так, в конечном итоге семье необходимо выплачивать по 11 662 сома 50 тиынов, которые выплатят со дня смерти пострадавшего. Вот при невыплате сумм возмещения вреда, в том числе единовременного пособия, в установленные сроки работодатель обязан выплачивать пени в размере 0,15% от невыплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Спасибо за информацию. До свидания.